Кыргызский файтер отказался уходить с октагона. Таджикские братья устроили вообще непонятку на NFC 22. Ассаламу алейкум, приветствую всех зрителей и подписчиков канала нашбоец.кз. Друзья, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о прошедшем, просто бомбическом, просто огонь турнире Найза Fighter Championship 22, который прошел 31 января в городе Актау, друзья. Я там был по приглашению моих друзей, вот именно с NFC. Большое спасибо Нурбек Карабалаев, большое спасибо Нурбек Мунлыков и всем ребятам, кто вправе называть себя NFC, друзья. Прежде чем перейдем к обзору самых интересных поединков прошедшего турнира, небольшое объявление. Во-первых, выражаю благодарность мужскому салону Барбершоп, который называется Барбершоп Лорд, который находится в городе Алматы по улице Жарокова, чуть выше Тимирязева. С правой стороны там буквально 200-300 метров. Точный адрес и телефоны я оставлю в описании под этим видео. Сразу скажу, что это самое лучшее место для нормального реального пацана, чтобы подстричься. Я стригусь на протяжении 3-4 лет только там. Точнее, у одного мастера, у Асета. Он работал сначала в одной забегаловке, теперь он сделал свой барбершоп. Очень рекомендую. Если покажете подписку на наш YouTube канал, то получите еще хорошую скидку. Так что будет вам все хорошо. Дальше двигаемся, друзья. Еще одно небольшое объявление. Вы уже слышали, что я открыл курсы, которые называются «Стань видеоблогером за один день». Эта среда уже занята. Есть два парня, которые изъявили желание. Вот. Но следующее воскресенье я планирую. Если кто-то хочет научиться по-настоящему вот от А до Я делать свой контент, правильно его заливать в сеть на YouTube, правильно его оформлять, правильную, допустим, превьюшку делать, правильные SEO-оптимизации и все вот от начала до конца, правильное оборудование какое недорогое, то обязательно пишите в комментариях, как с вами можно связаться, я с вами свяжусь и уже там начнем. Стоит курсы, сразу скажу, не дешево, 50 тысяч тенге, но за один день я вас научу всему, и чтобы у вас было все по красоте, друзья. Итак, Найза Fighter Championship 22, как он прошел? Это было супер. Это был самый лучший Найза Fighter Championship, на котором я присутствовал когда-либо, друзья. На самом деле это третий Найза Fighter Championship. Еще были совместные турниры вот, с Ассоциацией боевых искусств Казахстана. Это вот в Жанаузене Жаунгер турнир проходил. Это вот самый лучший. Более того, на этом турнире не участвовали звезды NFC, такие как Ярла Абдыров, Серикбай Ходжабаев. Также здесь не участвовал и Талгат Джумагалиев. То есть звезды NFC не участвовали. И несмотря на это, турнир получился бомба, друзья. Приехали братья с Узбекистана, приехали братья с Кыргызстана, приехали братья с Таджикистана. С Турции приехали двое бойцов, а один забрал чемпионский пояс и уехал в Турцию, но по контракту у него еще должно быть 2 защиты в этом году, ну либо 1 защита и 1 поражение. Давайте перейдем к самым интересным поединкам, которые мне прям действительно понравились, либо вызвали очень много разной реакции. Но, во-первых, друзья, весь NFC 22 вы сможете посмотреть. Вот здесь вот будет ссылочка на плейлист. Обязательно зайдите, посмотрите. У меня там нету ворованного материала, который взяли, скачали с, допустим, с Каспорта. У меня только свой материал. Не скажу, что он прям, ну, я старался сделать его очень хорошим. То есть можете к себе размещать этот материал, делать репосты, не вопрос. Главное, указывайте источник, то есть меня. Итак, первая схватка, о которой я хотел бы с вами поговорить, это, конечно же, бой вечера сразу же. Асет Анарбаев против таджикского парня Зикиру Холмурода. Асет Анарбаев является воспитанником школы ММА Шымкент Академия. Тито, брат, ассаламу алейкум. Бекзат, ассаламу алейкум. Шикарный поединок показал Асет. Вышел, поблагодарил своих тренеров, своих менеджеров. Молодец. Это уже вторая схватка, которую он проводит на Найза Fighter Championship. И я вам скажу, что это прямо сейчас
один из претендентов на чемпионский пояс, как мне кажется, в этой весовой категории в NFC. А если вы обладаете чемпионским поясом NFC, друзья, вы красавчик в Казахстане однозначно и вполне вероятно в Средней Азии, это 100%. Что можно также сказать по этому поединку, я еще раз скажу. Это был самый красивый поединок всего вечера. Он был, по-моему, 3-й или 4-й по номеру, и он прям задал темп всего проходящего турнира. Давайте дадим слово тренеру Асета Анарбаева. Бигзат, тебе слово. Вообще, большое спасибо. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, Сула, вам. Такие люди, как вы, поднимают спорт, дают поддержку нашим бойцам. И хочу руководству Шымкент ММА Академии, Шыңғыс Шуменову, президенту и директору Канат Султан. Большое спасибо за вашу поддержку. В первую очередь я хочу, неделю тому назад у нас произошел травма. У него вывих был. И данное во время первом раунде у Асета, я как понял, он на болевой попал пятки, но этой же травмированной пяткой он мне говорит: тренер, у меня нога не работает. Я им говорю: надо. Шымкент ММА Академии надо до конца. И за это я еще хочу сказать: на все воля Аллаха. Победил второй бой, Шердог 2-0. Дальше идем. Все, Рахмет, большое, удачи. Вот так вот, друзья, двигаемся дальше. Следующая схватка, о которой я с вами хотел бы поговорить, это молодой воспитанник Иван Добрынин клуба Тобет Топ Тим, который встретился против турецкого файтера, одного усатого парня, Озгур Игоза. Сразу хочу сказать, что это был дебют для Ивана Добрынина, он одержал победу, но что такое ММА, Ивану пока неизвестно. Но всему свое время. Почему я это говорю, вы узнаете чуть попозже. Если Ваня дальше продолжит заниматься именно ММА, он молодой, ему, по-моему, 21 год. Вот, у него есть большие перспективы, у него отличная стойка. Прекрасный у него, допустим, вот муай-тай. Да, он, по-моему, мастер спорта является по муай-тай. Воспитанник, опять же, Диаса Кабдулова, это Тобет Топ Тим. То есть есть все шансы. Эту схватку он, конечно, одолел, но одолел. Видно, что он пока не понимает, что такое ММА. Но все впереди. Следующий поединок, о котором я бы хотел с вами поговорить, это наш боец Нуржан Сагынов против таджикского файтера Саидхош Хукуматов. Наш боец проиграл. Нуржан проиграл, к сожалению, технический нокаут. Я видел его схватку, как раз таки он проводил ее вот на турнире Жаунгер в Жанаозене. И тогда он одолел очень сильного, серьезного соперника, без партера, правда, с плохим партером, грузинского файтера, он его просто задушил. И у Нуржана огромный потенциал, ему, по-моему, 20 лет. Сейчас что хочу сказать, Нуржан, ни в коем случае не отчаивайся, у тебя все еще впереди. Я заходил к нему туда в раздевалку, после этого я ему эти слова сказал: Нурике, не отчаивайся, у тебя все впереди, я уверен, у тебя большое будущее. Главное, не останавливайся, дави. Следующая схватка, которая наделала очень много шума, друзья, именно от таджикских братьев наших, это Азамат Мархабаев против Шахзод Аслонова. Настолько вообще, просто я не знаю, наши таджикские братья меня немного разочаровали. В особенности Пулот Назаров. Пулот, я надеюсь, ты меня смотришь. Это президент Федерации ММА Таджикистана. Сразу же хочу объяснить ситуацию. Я уже говорил тебе, Пулот, и не только я, мы все тебе говорили. Тогда, когда ты пришел к нам туда, на банкет, ты был уверен в победе своего бойца. Но ты посмотрел мою запись, и ты уже в этот момент переобулся. И все знают, что ты переобулся. Но ты посмотрел запись, и ты понял, что Азамат победил. Но зачем надо было устраивать такую трагедию там, на турнире, я не понимаю. Когда-нибудь. Но вот ты там уже второй раз. Но неужели ты действительно думаешь, что... Я не знаю. Это, конечно, некрасиво. Некрасиво абсолютно. Потому что судейство, еще раз подчеркну, на ISA Fighting Championship лучшее в Казахстане. Никто, ни Октагон, ни Алаш Прайд не могут даже рядом похвастаться судейством на ISA Fighting Championship. Только Абадан. Но мы сейчас говорим про NFC. Так что здесь ты видел, ты посмотрел эту схватку, да? Ты понял, в чем проблема твоего бойца. Бензин у него кончился. А Азамат Мархабаев сразу это понял. И в первом раунде не стал особо с ним газовать. Во втором раунде он должен был выиграть концовку, он его выиграл. И в третьем раунде, когда твой боец выдохся, он понял, что вот он его момент.
И он прошел ему в ноги, а дальше ты сам знаешь, что было. И как после этого говорить, что твой боец выиграл, я не понимаю. Это неправильно. Этот конфликт дошел до того, что у вас произошла вот недомолвка с Нурбеком Харабалаевым. И в этом виноват ты. Потому что Нурбека понять абсолютно можно. Он наехал на своих судей. Он на них наехал, на рефери наехал. На всех. Мужик говорит, вы че, ептыть? Алло. Он наехал на них. А ты при этом говоришь одному одно, другому другое. Ну ладно, бог с ним, проехали. И следующая схватка. Николай Самусев против кыргызского брата нашего Хаби Аскарбекулу. Друзья, Николай Самусев, боец клуба Тобет Топ Тим. Воспитанник Диаса Кабдулова. Знаете, вот сейчас Коля там, в Ахтау, в NFC, он становится звездой. Его уже публика узнает, он проводит там сколько, 3-ю или 4-ю схватку. Его уже публика узнает, его уже публика любит. И Коле, слава богу, это все нравится, друзья. Но, что я заметил в этой схватке? У Коли, я уже про это говорил, наконец-таки появляется свой стиль. У него появляется видение ММА. Что такое ММА? Он уже не волнуется. Он уже не страхуется того, что к нему пройдут в ноги. Он базовый таец, друзья. Он этого уже не боится. Он уже давит свою линию. Почему? Потому что он прекрасно понимает, как ему защищаться. Даже если переведут в партер. Он прекрасно знает, что ему и как ему делать. Потихонечку, помаленечку. Ну вот, слава богу, если до этого было видно, что он в поиске, то сейчас уже видно, что он нашел эту дорожку. Да, правильно, видение мы. И потихонечку по ней идет. То же самое я могу сказать про Ивана Добрынина. Да? Иван пока не нашел. Но, Ваня, не сдаемся. Ты должен найти свой стиль. Так же, как его нашел Николай Самусев. Николай шел к этому несколько поединков. Долгое время, больше 1 года, если не ошибаюсь. Ты тоже, наверняка, у тебя этот путь займет вот примерно столько же времени, столько же схваток. Но в конце концов, ты придешь к этому, и ты поймешь, у тебя будет понимание ММА. Следующая схватка, о которой мы поговорим, это тоже, короче, на самом деле кошмар какой-то. Тем более кыргызские братья. Я не знаю вообще, что случилось. Это сержант Сапаргалиев против Айжигита Еркинбай Улу. Сразу же братьям с Кыргызстана, именно матчмейкерам, именно тренерам, именно бойцам, тем, кто участвовал на Найза Fighting Championship. Не к болельщикам, потому что они не шарят, они не знают. А к вам, друзья, к профессионалам. Когда-нибудь на NFC вас обманывали? Когда-нибудь на NFC с вами поступали несправедливо? Вот положа руку на сердце, скажите, было ли такое хоть раз на NFC? И если было такое, пацаны, вам здесь на NFC в Казахстане, значит, делать нечего. Этот парень, да, вот его же Айжигит, пускай тебе станет стыдно. Ты сейчас всем своим друзьям говоришь, и они тебе верят, потому что ты их друг. Но ты врешь. Ты врешь в наглую и открытую. И я сейчас объясню, почему. Потому, вот ты говоришь, что ты не уснул. Ты 2 раза уснул. И 2 раза тебя Бойко слева будил. Вы бойцы профессионалы, вы понимаете, о чем я говорю. Ты 2 раза уснул, и тебя он слева 2 раза разбудил. И ты говоришь, что это не так. Нурбек Мунлыков, профессиональнейший рефери, он стоял рядом, он видел тебя, он видел твои глаза. И ты теперь говоришь, что не было ничего, что это было вранье. Ятунгайда, где твоя совесть? Что тебе тогда теперь делать здесь в Казахстане на NFC? Езди там по другим городам, там двигайся тогда. Ты что, где совесть твоя? Я понимаю, твои друзья, бойцы, они тебе верят, потому что ты их друг. Но ты врешь. Когда, еще раз говорю, кыргызские братья, когда на NFC вас обманывали? Когда можно было сказать, что там беспонтовое судейство? Когда? Почему вы тогда верите этому одному, который нагло врет? Ты, еще раз говорю, уснул. И Бойко тебя 2 раза своей левой разбудил. И вы, пацаны, профессионалы, знаете, о чем я говорю. И еще после этого ты имеешь
Наглость, совесть, не уходить с клетки. Ты чего? Клетку не обманешь. В этом и прекрасен этот вид спорта. Все зрители видели. Ты еще встал, типа, мол, ну вы же видите. Да что там видеть? Мы все видели, что ты уснул. И что 2 раза тебя Бойко разбудил. А какая задача номер 1 у рефери? Простая. Чтобы боец-спортсмен не получил травмы, которые будут вредить кардинальным образом его здоровью. И то же самое, кстати, возвращаясь к Пулоду Назарову. Вы там считаете, наверное, свои очки, как по любителям. Любой толчок – это очко. Здесь профессиональный ММА. Здесь считаются только сильные и акцентированные удары. Пулод. Ты должен это понять. Я понимаю, что у вас там, в Таджикистане, профессиональный ММА не развит. Но в Казахстане он развит. Мы знаем, что такое любительский ММА, самбо боевое, рукопашный бой и что такое профессиональный ММА. Мы это отличаем. Не надо из нас делать дураков. И тем самым делать дураков сами из себя. Это вот то, что касается 2 просто вопиющих, некрасивых случаев на за Fighting Championship. И вы, опять же, кыргызские братья, вспомните. Я не говорю про Алаш Прайд, там дофига беспредела. Я не говорю про Октагон, там тоже херова гора. Всякого беспредела, судейского. Я говорю про NFC. И вы прекрасно знаете, что вас здесь никогда не обманывали. Так что задумайтесь много раз, стоит ли вообще теперь тем, кто называет нас лжецами, стоит ли вообще приезжать вам в Казахстан, если мы лжецы? Не приезжайте тогда. Не надо туда-сюда приезжать. Мы же врем, мы же обманываем. Мы же делаем все, чтобы это было несправедливо с вами. Ладно, бог с ним, извиняюсь за мои эмоциональные это, потому что я прям, ладно, бог с ним. Следующая схватка, о которой мне хочется поговорить. Каныбек Жаныбекулу против Руслана Серикпулова. Каныбек красава, сразу говорю. Каныбек очень-очень серьезный, у него уровень гораздо выше, чем у Руслана Серикпулова. Это ясно стало сразу же. Сейчас ему пишут, там типа, с Каныбеком хочет сделать матч-реванш и Жуман Жумабеков, и Фаниль Рафиков. И это обращение вот этому парню Каныбеку. Он там говорит, что он всех в Казахстане перебил весовой категории, там 66, ну, в своей весовой категории. Парень, ты еще просто не встречался с хорошими спортсменами, и у нас бойцов 66 килограмм очень много, высококлассных, так что говори, но не заговаривайся. Есть шансы у Нурбека Кабдрахманова, я считаю. Вот в этом весе против Ханыбека, я считаю, у Нурбека Кабдрахманова шансы есть. У него, он же тоже, да, вроде бы будет вот схватка, поединок на NFC 23, который состоится 29 февраля, друзья, в городе Атырау. Об этом думаю. Но есть что мне сказать и по этой схватке с Русланом Серикпуловым. В частности, есть камень в огород на EZA Fighting Championship. А точнее, Муна Нургазиев. Муна, я сейчас обращаюсь к тебе. Ты главный матчмейкер. То, что произошло здесь, это твой косяк. Что я имею в виду? Ты видел лицо Руслана Серикпулова? Ты видел, что с ним случилось? Ты видел? Многие говорят, да, сейчас, особенно наши кыргызские братья там в сети. Вот, смотрите, вот. Рефери не останавливал поединок с Русланом Серикпуловым, но почему он остановил поединок вот с Айжигитом, да? Почему-то это несправедливость, да и т.п. Во-первых, я говорю, Руслан Серикпулов, получая свои удары, не уснул. Он не ушел в нокаут. Он был в нокдауне, но в нокаут он не уходил. Понимаете, у него глаза были открыты и четко понимающие, что происходит. Я был сверху, я все видел. Это раз. Второе, Ахтлев, рефери, который проводил реферил этот поединок, несколько раз спрашивал, сигнализировал секундантскому углу Руслана Серикпулова, где сидел Нураддин Садыков, сигнализировал, все, давай останавливай.
Нурадин ждал до последнего. Я не знаю, чего он ждал. Возвращения Иисуса Христа или чего еще, всемирного потопа. Но вот это вот, что случилось с лицом и вообще со здоровьем Руслана Серикпулова, нельзя сказать, что это ошибка Нурадина Садыкова. Нет, я говорю, это ошибка Мунала Нургазыева, матчмейкера на ISAF Fighting Championship. И я сейчас обосную, почему. Во-первых, Муналу, я тебе это говорил, я сейчас говорю так, это программа такая, вот не говори мне, почему ты мне не говоришь, я говорил тебе про это. Я говорил тебе, ну вот такая вот программа, я буду говорить еще это и здесь. Во-первых, когда ты тянешь бойцов, да, к примеру, с Алматы или откуда-то, да, ты подтянул с ними не тренера, ты подтянул с ними менеджера. Менеджер не тренер, он не шарит. Он не понимает этих вещей, как должен понимать тренер. Он не может правильно секундировать. У него не в этом его основная цель. Я тебе еще в прошлый раз говорил. Если ты тянешь пацанов Алмаза Ализакова, почему ты его не тянешь? Алмаз Ализаков один из лучших тренеров Казахстана. Алмаз Ализаков один из лучших секундантов Казахстана. Если не лучший. Это точно. Если бы ты его подтянул, а он является тренером Бойко, Сержана Сапаргалиева. Если бы ты его вместо Нурадина Садыкова подтянул бы, он бы, во-первых, привез бы тебе и Руслана Серикпулова, а Руслан Серикпулов хорошо общается, но знают они, по крайней мере, и он бы его нормально и правильно отсекундировал бы. Он бы нормально, вовремя кинул бы полотенце, сказал бы, все, останавливай поединок. Но я не знаю, почему ты этого не делаешь. Я тебе уже об этом говорил. Я уже об этом говорил Нурбеку Харабалаеву. Но Нурбека Харабалаева, Нурбека Мунлыкова и там других ребят понять можно. У них работы и без этого дофига. Это твоя часть. Здесь ты должен командовать. И здесь была твоя конкретная ошибка. Я тебе про это говорил еще до этого, когда летом у вас был турнир. Я говорил тебе об этом. Если тянешь этих пацанов, да подтяни их тренера. Зачем ты тянешь не тренера их? Вообще ты тянешь не тренера. Зачем тебе Нурадин Садыков там? Он не шарит. Он не шарит в этом. Я говорю, я лично там даже есть. Когда я говорю, Ахлил, несколько раз он заранее сигнализирует ему, что остановить. А я смотрю, Нурадин стоит, ждет чего-то. Потом только, ладно, все. Какой там, ладно, все. Там уже давно надо было это останавливать. И это ошибка на твоих плечах. В следующий раз я разговаривал с Нурбеком Харабалаевым. Я говорил ему про эту проблему. Если тянете бойцов, тяните тренера. Тем более у Алмаза Ализакова огромный парк вообще, конюшни нереальная, пацанов. Что ты тянешь не тех, кого надо? С какой целью? Я не пойму. Муна, ну это твой косяк. Это твой косяк. Это не Нурадина косяк, ничего. Это чисто то, чего ты не углядел. Вот ты молодой, ты, я думаю, в последующем таких ошибок допускать не будешь. Потому что вот явная ошибка, которая привела просто к ужасным последствиям. Вот, по крайней мере, у Руслана Серикпулова. Я с Русланом общаюсь очень долго. Ну и последняя схватка, о которой хочется поговорить, это, естественно, бой за чемпионский пояс. Чекан Каплан против Айбулата Муратулы. Наш боец проиграл. Вот все, что я могу сказать. И чемпионский пояс ушел нашему турецкому брату Чекану Каплану. С чем мы его поздравляем. Мы его и поздравляем, т.д. и т.п. К сожалению, Айбулат проиграл. И вполне вероятно, здесь была недолжным образом, так скажем, проведена подготовка к этому поединку. Но ничего страшного. Тут после этого поражения Айбулата тут у нас все. Тут и Фара захотел драться там. И еще там несколько пацанов говорят, только ты не говори. И там и это. Я к Диасу Кабдулову подхожу, Диас, а ты не хочешь? Он говорит, ну вот с этим турком можно, почему? То есть там, короче, толпа наших ребят хочет вернуть пояс чемпиона. Чемпионский пояс. Ну как вернуть? Этот пояс, он не переходящий, он уже остался там у турка. Вот. Но хотят чемпионское звание оставить здесь, в Казахстане. Вот так вот, друзья, прошел ISAF Fighting Championship. Это был супер турнир, друзья. Еще раз вам скажу, я просто под большим впечатлением. Опять же, повторюсь, на нем не участвовали основные звезды на ISAF Fighting Championship, но турнир был бомба. Вы видели, да, какие эмоции у меня сейчас были? Да, вот. И когда вот это вот все проходит, когда вот, допустим, ты с чем-то не согласен, там, допустим, какие-то судейские решения, это означает только одно. Турнир был бомба.
Вот турнир был, друзья, бомба. Это то, о чем говорит весь Казахстан сейчас. Я вам говорю еще раз, у меня там будет и ссылка на плейлист в описании. Обязательно заходите, посмотрите, это просто чума, пацаны. Я давно не видел, и однозначно можно сказать только одно, что Найза Fighting Championship первый номер в Казахстане. По-любому. Первый вообще просто. Никто сейчас сравниться с NFC не может вообще. По всему. По качеству поединков, по организации турнира, по судейству. Бомба. Бомба. И я очень рад, что я дружу с этими ребятами. Ребята молодцы. Жду ваши гневные комментарии. Обязательно постараюсь ответить на все ваши сообщения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассаламу алейкум. Аривидерчи.